Crash Records present. Ну просто расслабься. Расслабился? Все хорошо, я расслабился, да. Все. Всем привет. Меня зовут... Я не знаю, как меня зовут. Все. Здравствуйте. Нет, не здравствуйте. Всем привет. Всем привет. Меня зовут Никита Кокраш. Это моя подруга Валентина. Вот. Ты любишь слушать рэп? Я слушаю, да. Иногда. Вот, сегодня мы будем делать рэп вместе с ней. Она будет сегодня читать. Ну, на самом деле, она сегодня будет записывать диалог к нашему 5-му видеоуроку. Я ухожу. Или я решила тебя... Я не знаю, что женщины говорят. Просто... Все, я ухожу. Типа такого. Не, ну сначала ты говоришь, я пошла, типа, я ухожу. А потом я переспрашиваю, когда ты вернешься, и ты говоришь, я никогда не вернусь. Или типа, я не вернусь никогда. Или ты меня неправильно понял. Ну как-то так хочется, прямо жести какой-нибудь такой. Запись мы производим в программе Nuendo. Создаем новый проект. Добавляем дорожку для записи голоса в моно. Сразу же подгоняем темп проекта под скорость нашего бита 88 BPM. Добавляем еще один аудиотрек для самого минуса. Конфигурация дорожки должна соответствовать сигналу аудиофайла. Музыка в стерео, дорожка тоже в стерео. Разобрались. Импортирую минус в проект и приступаем к записи. Я ухожу. Ты не понял, я не вернусь. Так визуально выглядит наша запись. Я ухожу. Ты не понял, я не вернусь. Все, готово. Пришло время познакомить вас с оборудованием нашей интернациональной студии. Акустический поролон из Китая. Ноутбук японской фирмы Toshiba. Конденсаторный микрофон австрийского производства AKG Perception 220. Ну, если по-нашенски-то. АКГ, значит, Perception 220. Нейлоновый поп-фильтр. И гордость нашей студии – американская звуковая карта Lexicon. Вы только посмотрите, какой стильный и эргономичный дизайн устройства. Ну и шнур, который соединяет наш микрофон со звуковой картой, и все. Длина 1 метр. Многие спрашивают, Кокраш, а чё это у тебя шнур такой короткий? Основополагающее значение для микрофонного кабеля – это его сопротивление. Чем меньше его длина, тем выше качество передаваемого сигнала. А по-настоящему я просто затупил, когда покупал его в магазине. Ну ко мне как раз приходят писаться не особо высокого роста рэперы. Как раз хватает метра. А когда заглянет человек повыше, под саунд-карту подкладываем книжки. Сурово. Так, сейчас я очечки тоже надену, чтобы, ну, умнее казаться немножко. А то что-то я, наверное, походу не так умно кажусь без очков. Ага. Все. Запись начинаем. Стартуем. Я решил не пугать вас своим загробным рэпом и обратился к специалисту. Представляем вашему вниманию видеоурок под номером 5. Создание рэп-трека от начала и до конца. Кокраш Продакшн. Пойдем. Я рэп переставил на задний план. Скрипя зубами, знал, погубит талант. Отныне главная цель — это доходы. Решил покорять неведомые высоты. Вы только что стали свидетелями записи Жориного куплета. План. Погубит талант. А сейчас мы пишем бэк-вокал. Это доходы. Неведомые высоты. Все. Для сведения нам понадобится хлопок двери. Поэтому я попросил Валю помочь мне с записью оригинального звука. Оригинальный звук был только что успешно записан. Как вам понравилось? Эмоции прям клевые. Никогда раньше не снималась в подобных съемках. Спасибо моему другу Никите, то что приглашает, зовет на такие мероприятия. Так, хотела бы пожелать удачи, дальнейших успехов во всем, удачи во всех начинаниях. И что можно было бы? Подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь, слушайте Кокраша. Отличная музыка.